Станислав, я, насколько помню и понимаю, вы руководите так называемой аналитической группой движения «Голос», которая собирает много данных и пытается выявить какие-то закономерности. Вот мы уже привыкли, что партию власти или ее членов хвалят в эфире государственных каналов, телеканалов, а вот их конкурентов ругают. Что можно сказать о том, каким образом идет избирательная кампания и как ее освещают средства массовой информации? Ну, действительно, вы, в общем, правильно все описали, потому что если мы посмотрим с вами на федеральные телеканалы, посчитаем все упоминания, то окажется, что там «Единая Россия» упоминается в 2 раза больше, чем все остальные вместе взятые. Упоминается она, конечно, хорошо, в хорошем, позитивном тоне, а вот единственная партия, которая постоянно упоминается в негативном тоне, это у нас партия КПРФ. Это вот у нас 2 таких антагониста, если смотреть на телевизионный эфир. Вот такая борьба добра со злом. Кто тут добро, кто тут зло, пусть уже каждый сам для себя решает, но телевизионный канал говорят, что добро Единая Россия, а зло это КПРФ. Здорово. Слушайте, а какие СМИ особенно отличились, если мы будем говорить про то, что кто-то больше других хвалит, кто-то меньше других хвалит? То есть это какой-то коллективный, простите, Соловьев там больше всех хвалит? Да нет, ну слушайте, у нас есть 5-6 федеральных телеканалов, которые входят в первый мультиплекс, я имею в виду общественно-политических, да, наиболее таких смотрибельных, что называется. Они всем хорошо известны, там Первый канал Россия, ТВЦ, Пятый, РЕН-ТВ там, и так далее. Просто у кого-то чуть больше политического эфира, у кого-то чуть больше рептилоидов, условно говоря. А в остальном больших отличий нет. Единственное отличие то, что, скажем, на Первом канале очень любят в последнее время новых людей еще. А так, в общем, все примерно одно и то же везде. Что-то запоминается из этой агитации? Есть какой-то, может быть, особый интересный сюжет или какая-то особая важная линия, которая прослеживается в агитации за партию власти? Вам что-то запомнилось? Слушайте, ну там все шедевры, если вы посмотрите, я вам просто рекомендую включить как-нибудь вечером телеканал, любой, Первый, Россию-1, не суть важно, и посмотреть. Там нельзя сказать, что что-то сильно запоминается, потому что это такая поточная история, мы ее смотрим с самого начала. Я единственное, что хочу сказать, что та картинка, которая у нас есть по телеканалам, та картинка, которая в целом у нас есть в СМИ, она, конечно, очень сильно отличается, например, от того, что есть в тех же социальных сетях, где гораздо меньше цензуры, где гораздо более свободное пространство, как бы его ни пытались регулировать, вот там картинка другая, да, немножечко. Станислав, слушайте, а вы еще, насколько я понимаю, помню, правильно отслеживаете случаи недопуска кандидатов. На разных выборах причины недопуска, они были разные, то есть разные технологии использовались. Что мы можем говорить теперь в 2021 году? То есть как будто сразу отсекают людей или постепенно, когда там, не знаю, становится понятна социология, что шансы у одного растут, у другого падают, и нужно кого-то отключить от этой гонки. Что сейчас происходит? Нет, ну слушайте, вот там передо мной Екатерина Шульман, я слышу, говорила, что выборы, в общем, сейчас выглядят жутко, но на самом деле посмотрите, что было 5 лет, что было 10 лет назад. Я хочу сказать то же самое. Если вы посмотрите на выборы, скажем, 2007 или 2011 года, то попасть в бюллетень было еще сложнее, чем сегодня. Потому что, например, в 2011 году единственное, от кого могли выдвигаться, это были политические партии, их было всего 7 штук. Да, никаких там самовыдвиженцев, никого другого не было. Сейчас 14 партий, плюс еще 225 одномандатных округов. Понятно, что отсеивают, понятно, что режут по самым разным основаниям, как то иностранные финансовые инструменты, как Грудинина, да, например, отрезали, и Потапенко, там, по экстремизму, по еще каким-то основаниям. Но в принципе, если мы сравним с 10-летней давностью, то шансы сейчас прорваться в бюллетень выше, чем они были 10 лет назад. Поэтому я бы не сказал, что эти выборы ужаснее на данный момент, чем они были когда-либо за последние там, 1,5 десятилетия. Все примерно на том же уровне, все примерно такое же. Посмотрим, что будет в дни голосования. Да, вот если фальсификации тоже не станут больше, то, в общем, ну, ординарные достаточно выборы, поэтому не надо бояться, не надо там паниковать и руки опускать, надо идти и попытаться что-то на них изменить. Но при этом появилась такая инновация, как аннулирование выдвижения. Вот в Калининграде, например, Ивана Лузина таким образом сняли, Ирину Фатьялову, не помню, ее, по-моему, даже не регистрировали сразу, тут затрудняюсь сказать. Но, в общем, аннулируют уже выдвинутых кандидатов, уже открывших свой избирательный счет, и они даже начинают приступать к какой-то там кампании, к сбору подписей, но им говорят: нет, знаете, вот закрывайте обратно свой счет, ничего этого не будет. Вот этого же раньше не было.
Это всегда было, это Было, всегда да? было, и избиркома могли лишить, и через суды лишали, и, в общем, были случаи, когда, я сейчас не помню, в какой момент у нас запрещено уже снимать кандидатов, там за 3 или за 5 дней до дня голосования, то есть, собственно, когда они в бюллетене уже внесены. Но бывали случаи, когда до последнего кандидатов снимали, и уже в ночь перед голосованием избирательной комиссии сидели, вычеркивали фамилии из бюллетеней. Мгм. И бывали случаи, когда не успевали вычеркнуть из бюллетеней, и выборы из-за этого срывались, там, скажем, какие-нибудь небольшие региональные или местные выборы. Это, в общем, традиционная история. Здесь тоже новшеств нет. Вот те новшества, о которых вы говорили, о которых мы можем говорить применительно именно к этому году, это вот эти ограничения, связанные с экстремизмом. Да, они достаточно болезненно по некоторым кандидатам бьют, но надо понять, что там по некоторым, да, потому что на самом деле массовая ситуация, ну, примерно та же самая. Станислав, мы просили наших зрителей присылать свои вопросы к нам сюда, в эфир. Пришло несколько вопросов. Попрошу хотя бы на парочку вас ответить, как сопредседатель движения «Голос». И вопрос от Ивана Мещихина. В какой момент и в каком виде чаще всего происходят фальсификации, если мы будем говорить про новые тренды? И условно, за кем или зачем именно наблюдателю нужно наблюдать наиболее тщательнее, чтобы, ну, да, сохранить результаты, чтобы они были такими, как волеизъявление, какое было изначально, когда люди просто приходили и пускали бюллетень? Ну, на самом деле, все может очень сильно отличаться от территории к территории. Есть территории, где вообще фальсификации практически нет, да, то есть у нас страна разная, у нас есть электоральные султанаты типа Кузбасса или Чечни, а есть соседний с Кузбассом Новосибирск или Томск, где, в общем, все достаточно неплохо, и даже там, где нет наблюдателей, иногда считают все равно достаточно честным. Ну, то есть мы не видим каких-то отличий. Что касается того, зачем смотреть, ну, смотреть надо на разных этапах, в течение дня за разными вещами. Я бы рекомендовал посмотреть те методические материалы, которые есть у партии, которые есть у «Голоса», там, в нашем мобильном приложении, там есть дорожная карта пошагово, да, зачем в какой момент лучше всего следить. Если из общих рекомендаций, я бы сказал так, если вы чувствуете, что ваше внимание пытаются отвлечь, то вот это самый тот момент, когда нужно быть наиболее внимательным. Если вас там зовут чаю попить, зовут еще что-то такое поделать, вот сосредоточьтесь тогда больше всего именно на ящиках для голосования, на списках избирателей. Вот за этими двумя вещами на избирательном участке нужно прежде всего следить. Списки избирателей и ящики для голосования.